Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет видеоролик «Шакшак Женебек. Путь Батыра». Шакшак Женебек родился в 1693 году в Тургайской степи. Воинская служба Женебека началась с 17 лет, когда он победил джунгарского Батыра и стал носить его доспехи. Но главным в его характере было не его индивидуальное воинское мастерство. Главным был его полководческий талант. Женебек первым создал такие небольшие летучие отряды численностью не больше сотни, которые хорошо проявили себя в Буланты-Беляудинской кампании, вырезая в глухих тургайских степях небольшие отряды джунгар и захватывая пленников для добычи разведывательной информации. В конце концов, Женебек и его летучие отряды стали своеобразным информационно-аналитическим центром казахского ополчения. Только после получения сведения от Женебека казахские полководцы Каракерей и Багимбай направляли отряды в бой. Так сформировался полководческий принцип Женебека – победа малой кровью или отступление. Он никогда не ввязывался в бой с превосходящими силами противника, не зная местности, и если противник оказывал сильное сопротивление, не пытался продавить его, а отступал и наносил удар в удобное ему время и месте. Шакшак Женебек, кроме полководческих дарований, обладал политическим чутьем и дипломатическими способностями. Он одним из первых пошел на сближение с Россией и наладил дружеские отношения с оренбургским генерал-губернатором Неплюевым. В сентябре 1739 года именно Женебек выступил с инициативой перед Неплюевым о переселении казахов на берега Жаика, Урала и налаживании торговых связей с российскими городами. Прошение было удовлетворено, и казахи стали кочевать на Уральских берегах. Шакшак Женебек умер в 1752 году и похоронен в Туркестане около мавзолея Хаджа Ахмета Ясави.